продай мне ручку, а вы Что? смотрите. Продать тебе эту ручку? Брэд дело знает. Ручку, Вот он значит. продаст что угодно. Слышь, будь другом. Запиши мне свое имя на салфетке. Мне нечем записать. Вот именно. Где спрос, там предложение. Он создает необходимость. Они должны захотеть купить. Конечно, продать ручку именно таким путем является на самом деле хитростью, а так нельзя. Ведь реклама вашего товара должна быть добросовестной, достоверной и, самое главное, не должна нарушать никаких законов. Итак, что же происходит с нами, когда мы идем по своим делам, по дороге ощущаем вкусный аромат пирогов и видим вывеску «Тощих людей легче похитить, будь в безопасности, ешь пироги». Ну, во-первых, понимаем, что не хотим уходить без лакомого кусочка вкусного яблочного пирога или булочки, а во-вторых, задумываемся о своей безопасности. Это, дорогие друзья, называется маркетинговый ход или рекламой. Ну, о точном понятии рекламы нам расскажет Евлоев Рамзан, заместитель руководителя Ингушского управления Федеральной антимонопольной службы. Государство следит, чтобы реклама не обманывала и не оскорбляла потребителей. Соответственно, полномочия по контролю за исполнением федерального закона о рекламе возложены на антимонопольную службу. Реклама – это информация для привлечения интересов клиентов к товару, услугу, бренду, который распространяется через рекламные щиты, телевидение, также через соцсети, через интернет. Конечно, формальностей здесь существует много. К примеру, можно отметить, что ни в коем случае нельзя использовать чужой запатентованный логотип. Законодатель установил запрет на использование логотипов, которые какая-то организация официально зарегистрировала как патент. Это называется использование чужих прав. Соответственно, в случае использования таких прав потребитель или организация, которая заметила, что другая организация, конкурент, использует в незаконных целях производит такие действия, они могут обратиться в антимонопольную службу, мы возбудим дело и выдадим предписание в случае наличия нарушения в действиях данной организации. В прошлом году было дело, к нам обратилась организация, как мы все знаем, это ООО «КамАЗ», который производит грузовые автомобили. Они на сайте заметили, что какая-то организация, которая находится на территории Республики Ингушетия, под логотипом КамАЗ продает запчасти. Они написали нам заявление и указали, что на территории Республики Ингушетия у них официального дистрибьютора нету и договора франчайзинга тоже отсутствует. Соответственно, мы запросили от организации, продавца запчастей, запросили информацию, просим представить договор или там договор франчайзинга или договор дистрибьюторства заключенный с КамАЗом. Данная организация не смогла нам представить такой договор, и мы признали нарушение в действиях организации и выдали предписание об устранении нарушения. И логотип был заменен. Также нельзя использовать профодежду врача в своих целях, если вы не являетесь врачом. При оказании медицинских услуг можно использовать только образ врача, потому что в других случаях это может ввести в заблуждение потребителя, и он может подумать, что это оказание услуг медицинских, и как бы вводить в заблуждение потребителей законодатель запрещает. Также у нас большая практика в нашей республике, когда, как мы все знаем, открываются сейчас частные поликлиники, и когда данные организации указывают, например, размещают рекламную конструкцию, баннер, и там указывают, что оказание таких-то медицинских услуг, но не размещают предупреждение об обязательной консультации со специалистом. Еще один важный момент. Объясним так, чтобы было просто и понятно. Если вы являетесь хозяином какой-либо продукции, то не можете сказать, что являетесь номером один и лучше, чем другие, ибо завтра вашему конкуренту будет это максимально неприятно, ведь он считает свою продукцию лучше вашей. Это является нарушением. Также федеральный закон о рекламе запретил использовать такие слова, как «самый лучший», «номер один», «первый», потому что если даже использование таких слов указывается в рекламе, то организация, которая занимается продажей или оказывает услуги, должна доказать,
что они являются первыми на этом рынке или там у них самый лучший товар. А в случае, если такие доказательства отсутствуют, то законодатель запрещает использовать такие слова, потому что это вводит потребителя в заблуждение и может привести к недостоверным сведениям со стороны продавца. А теперь представьте ситуацию. Вы идете покупать себе кастрюлю и видите надпись, что она достанется вам совершенно бесплатно. Сломя голову, вы идете ее взять и понимаете, что это невозможно. Читаете рекламу дальше и видите маленьким шрифтом надпись, что бесплатно она вам достанется только после того, как вы купите целый набор других кастрюль. Вот такая ирония. Вы, наверное, у нас в республике заметили там большие баннеры, и, например, если мы возьмем рекламу банковских услуг, там написано там кредит там, под 15%, например, и внизу идет там маленький шрифт. Это условие, в каких случаях там устанавливаются эти 15%. Именно вот это запрещает законодатель, потому что также мы не можем прочитать вот эти условия. Когда вы приходите в банк, то, что написано там 15%, там могут быть другие условия. Соответственно, мы даже когда заключаем договор, там может быть внизу указано мелким шрифтом, этого делать тоже нельзя, потому что условия, особые условия, которые указываются мелким шрифтом, это законодатель запрещает. И до потребителя надо доводить, что какие условия, чтобы потребитель понял, для него это выгодно или невыгодно. Подметим еще один момент. Если вы находитесь у магазина, видите надпись на английском языке без его перевода, а сами не являетесь знатоком иностранного, то это вина владельца той самой надписи. Также законодатель установил, что иностранные слова, даже если они используются, то обязательно должен быть перевод. Вот у нас в республике также практикуется, что написано там слово sell, да, вот эта скидка, и пишется 50%. Также хотел бы отметить, что даже если написано там с переводом скидка, и в магазине отсутствуют скидки, это тоже нарушение федерального закона о рекламе, так как это вводит в заблуждение потребителя. Ну и напоследок момент, когда вы заняты своим делом, и тут вам приходит смс-спам или какой-то непонятный звонок. Алло. Я вам звоню, чтобы пригласить на бесплатное мероприятие, посвященное открытию медицинского массажного центра в Новосибирске. У нас в республике наши жители не жалуются. Вот в моей практике был один случай, только когда обжаловали. Если в договоре вы не давали согласия, например, там, на рекламу, на получение рекламы, то вам любой продавец или там какая-то организация, которая оказывает услуги, не может направлять на телефон там, или там звонить, предлагать свои услуги рекламы. Это запрещено законодательно, и, соответственно, в случае поступления таких смс вы делаете скриншот, нам даете согласие на обработку своих данных и направляете заявление. Если нет договора и вы не помните, что вы давали согласие или не давали, вы можете обратиться в антимонопольный орган, что нарушается федеральный закон о рекламе. Мы запросим у оператора или у этой организации, которая вам звонили там, или направляли смс по рекламе. И в случае, если у вас отсутствует в договоре галочка, что вы согласны получать такую рекламу, мы признаем нарушение. Если нет, мы скажем, что да, действительно, у вас галочка была, но вы можете обратиться к этому оператору, этой организации, направить заявление, что там, с сегодняшнего дня я отказываюсь от получения таких реклам. Итак, уважаемые знатоки, вопрос. Как избежать наказания за незаконную рекламу? Быть добросовестным, уважать конкурентов и стараться быть лучше не с помощью рекламы, а с помощью качественного товара. Яха Евлоева, Ислам Хамхоев, Заурбек Евлоев, Утро Ингушетии.